Оскорбивший казахстанку в эфире шоу Павел Воля поспешно покинул Comedy Club. На его место быстро нашли замену. Ведущий Гарик Харламов сообщил, что первый выпуск шоу Comedy Club в 2023 году пройдет без Павла Воли. О причинах он не сообщил, но уже назвал имя нового ведущего, передает «Голос народа» со ссылкой на Стархит. О том, что гламурного подонка не будет в новом выпуске Comedy, стало известно несколько дней назад. На его место достаточно быстро нашли замену, другой ведущий хорошо зарекомендовал себя. Друзья, Comedy Club покинул Павел Воля. Поэтому встречайте, новый ведущий Comedy Club, Андрей Бибуришвили, сказал Гарик Харламов. Что случилось с Павлом Волей? Сам юморист ничего не говорит о своем отсутствии. Но продюсеры перестраховываются и решили убрать его после скандала с казахстанкой, которую Павел в одном из своих последних монологов назвал «долбанька», пишет издание. Как заметили многие русские и зарубежные медийные личности, это типичный прием русского юмора, который только и способен как оскорблять на почве национальной принадлежности и социального статуса, что идет вразрез с общечеловеческими нормами морали. Новость, что Павел Воля покидает шоу Comedy Club, облетела многие СМИ. Российские издания утверждают, что уход шута и ведущего из шоу, в котором он проработал почти 13 лет, связан со скандалом, который разразился после того, как он оскорбил девушку из Казахстана. Напомним, в середине декабря 25-летняя казахстанка Балаус Аталиген возмутилась появлением своей фотографии в шоу Comedy Club. Павел Воля использовал ее в своем стендапе, выставив фото девушки в оскорбительном контексте. Ксения Собчак после скандального выступления комика назвала его поведение синдромом Сабурова. Накануне стало известно, что казахстанка, посоветовавшись с юристами, решила подать иск в суд. Балаус Аталиген призналась, что изначально не хотела подавать в суд на артиста. После того, как ее гневные посты разлетелись по сети, а юристы подтвердили, что использование изображения все-таки было незаконным, девушка передумала. Аталиген утверждает, что ее главная цель — добиться справедливости, а не денег. Но и от возмещения ущерба девушка не откажется. Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию, заявила девушка.